на 5 метров вытащили. Сейчас еще там маленько снегу почистить спереди. Да? Видишь, как нагребло-то вперед себя, видишь? Из-за этого он как копанный стал. Сейчас там лопатой разгребем маленько. Видишь? Как подснежная лодка, типа. Как подснежная лодка, она под снегом пошла, видишь? Что творит-то? Из-за этого она и стала. Ну и сейчас мы его почистим и вытащим. Да. Умеет буржуи делать фонарики, да? Видишь? Стрелять даже можно. С дробовика-то уж точно. Или на этом, как он, на солонце. Зверя можно стрельнуть. Все равно же сильно далеко целится. Ну вот, почти 100 метров светит. Фух, сколько мы это бьемся? Ну, часа 2-то уж точно бьемся. Вот. Красавчик. Вытащился. Уже 8-й час пошел. 8-й час пошел. Саня сейчас маленько подождать, да отбить до собой утащить, что ли. А в гараж затащу вместе со снегоходом. Залился бензин. Хрена не пойму. Ничего не видать. Бензина мало. Придется назад бензин просить. Метров 10-20. Только так смогу уехать. Так бесполезно. Я понял. Туда 30. Еще дорога вся заметена до туда. По той стороне машины след есть. Завтра проскочу и сразу пустую дорогу проторчу там повыше. А здесь развернусь, это вытащу, да. Груз погрузить или отбить и с грузом уехать. Как лучше, или пустому уехать. Саню вот так вот сейчас повернуть. Лед замерзнет. Надо приехать с утра, обколотить ее хорошо. Можно и так, конечно. Главное доехать до места. И все. Вот это вот сейчас выколотить надо как-то. Ладно. Бензин залились. Надеюсь, хватит. Так-то расход-то с этим забитым-то больше будет, а ходовка забита вся. Расход больше будет бензин. Обратно ехать надо. Там еще считай 20-й ключи и прочее. Там делать нехрен, лучше уж протоптанный обратно. Ну, братку, братец, только так. О, более-менее почистил. Сейчас гараж заедет. Может, и подшипник отдает. Считай, каждый подшипник по 1200. Где они такие цены находят, сволочь? Бедный мой друг. Достался придурку. Стоял бы где-нибудь в гараже, да? Так здесь остался придуркой. Всяко разные тебе приходится. Приходится тебе надрываться. Ну, хорошую машинку сделали. На Буране я бы не знаю, выехал бы, не выехал. Тут-то хотя бы эти лыжи наверху остаются. Двое лыж. Наверное, сани утащу. Так, пустые утащу. Вещи пускай остаются, так-то тут все равно. По-любому это джентльменский набор. Килограмм. Ну, много, короче.
Пускай это все так лежит. Сани, наверное, так пустые утащу. Главное, веревки надо сейчас просушить. А сейчас ставим на место, доедем. Ну да, пустой тончу будет. Что есть, что нет, без разницы. Снегу набрал. И снегу, говорю, воды набрал со снега. Чтобы подъехал, да сразу на печку поставил. Там еще, я там же всю воду вылил. Да, ни хрена себе угадал. В тот раз там развернулся. Ну, вот метров 500 не доехал. Блин, доехал бы в тот раз-то пустой ехал же. Зарюхался бы, сразу прокумекал бы. И уже на ту сторону переехал бы. Завтра на ту сторону дорогу бить надо. Как-то. Это не забудь. Точно. Ладно. Спальник возьмем. Так, пожрать там хлеба это взял. Все, едем. И на левую ногу все-таки зачерпнул. Так. Подсохнет, наверное, до утра. Печка что-то, блин, гореть не хочет как надо. Ладно, подкинем. В газ все сушится. Гараж тоже затопил. Пельменчики сейчас заварю. О, чайник закипел. Отремонтировал рукав, зашил. Ну, хоть так, то вообще разорвался. Пообносился я по этим лесам. Это старый бушлат, я его давно таскаю. Надо морозить ее. Я специально вот на спину это, как его, ну, дополнительно. Ватин он называется. Подшил, чтобы не продувало со спины. Все сухоболтовски. Эти мелкие пока зашивать не буду. Потом зашью. Зато он это теплый. Держит ветер. Поужинать. Станцию завел. Подзарядиться. Фонарик заряжаю. Вообще я балдею от этого фонарика. Как же он светит. Вот эти батарейки. Батарейка аккумулятора с этого, с ноутбука достал. Уже не был ноутбук сломанный. Разобрал ее. Их там то ли 5, то ли 6 было штук. 5 штук, по-моему, было. Или 6 их было. Заряжают. Таскаю. Ну и, видать, вот аккумуляторы постаревшие уже. И где-то, ну, на 5 часов работы хватает. Нормально. Телефон подзарядим. До связи доберемся, созвонимся. Аккумулятор этот тоже на зарядке стоит. Так-то один-то этот уже полный. Сейчас второй добьем, да. Наверное, это станцию уже глушить надо. Балдею я от этого фонарика. Арматек. Как его?
Сарто Матек. Здорово светит. Молодец. Еще второй такой есть маленький. Тут вот на ружье бы нацепить, а попробуй весной на ружье нацепить. Примотаю чем-нибудь ствол. Так. Уже 8. Сейчас надо будет тут прибраться. Сухих дров занести на пару топок. Чтобы если этот подъедет, трава, чтобы дома были уже просохшие без снега. Вот это и есть картон. Уже какой день? У меня тут получается 15, ну 12 дней. Воду надо все вынести. Не промерзнет. Верхнеамкинский картон. Ну вот гараж. Сани затащил оттаивать. В тот раз как налить заехал. Так-то отбить-то отбил. Но все равно тяжелые они. Лет, видать, по всем этим деталям намерзает. Тяжелее становится. Пускай тают. До утра. Обтают, маленько подсохнут. Вон снегоход. Бардачок. Бардак маленько прибрал. Вот лебедка. Не знаешь, когда понадобится. Давно не пользовался, но все равно таскай. Вот оставишь, все равно обязательно надо будет. Нож второй. Рукавицы запасные. Патроны. Очки. И все остальное. Инструменты главные. Да, снегоход. Постарел он у меня. Уже старый стал. А там, оказывается, этот... Что думать, тянуть так тяжело стало-то? Оказывается, вот это вот... Центральная вот эта вот, ну там ось отлетела. Я ее как-то приваривал. А она вот от заводского отлетела. Откуда там 3 дырки, думаю, появилась. Это у них точечная сварка была, да? Получается. И вот от нее отлетела. И тянуть стало тяжелее. Но пока... Ну, когда тянешь... Там же внутри это стоит. Ну как, на что веревка наматывается, она, видать, прижимается к стенке. Тяжелее тянуть. Что так пока заводит. Надо будет приехать в деревню, снять его, везти с собой, приварить, привезти. Бурановский этот поставил. Сам-то родной там стоял. И вот он там, ну, снегу сюда засасывает. И морозу он замерзает там. А тут он работает. Это бурановский бензонасос. Ремень сломанный. И второй также сломанный тоже. Что ж теперь? Ну так-то едет пока. Надо будет ремень тоже брать. Стекло хоть поменял здесь. У этого, у парня, у Павла Викторовича. Это сын моего друга покойного, Виктора Павловича. У
У него, оказывается, стекло тоже сломанное было. Он новую купил, поменял. А бурановскую, говорит, поставил. Я у него попросил это. Так отдал. А сошил веревкой. Веревкой, думаю, лучше. Все равно. То там проволока-то у него жесткость другая же. На стекло будет это, как его. Ну, ломать будет стекло, а так на веревке-то сколько-то продержится. Ну, так-то чистое, хорошее стекло. Мое-то вся обшарпанная, там уже через нее ничего не увидишь. А вот это-то еще... так прозрачное. Когда вот через стекло так, ну, сильно обшарпанное стекло, там можно следы проморгать. Через стекло смотришь и можно следы там что-нибудь такое проморгать. Так, нормально. Там даже Ямаха написано. Моей не было. Свою-то я тот раз перевернул. Вот он у меня полопался. Весь полопался. Я его там шить-то бесполезно было. Я ее скотчем примотал. Вот. Его так оставил. Пускай стоит. Может пригодиться еще кому-нибудь. Так вот. Что еще у меня? Да, старый уже. Опасно уже и на нем ездить. Такие дали, как 3-4 года назад. Сколько лет он у меня? 5 лет. Он уже, видишь, поджарился. Маленько. Это я прогревал ее что-то. В раз это уже не было. Этим рейсом, что ли, поджарил. Я его этим грел. Как его, газовой горелкой грел. Может, от нее это... сломан. Ну как взял вот эти два ремня. Перекидываю. Снял ту, поставил. Снял эту, поставил. Так-то вроде это покупать придется. Чего ж теперь? Вот цены-то, блин, на запчасти, ё-моё. Охренеть. Он свою это оправдал. Хвастаться не буду. Выделили для борьбы с волками. Паяльником прогревал. Ситуационная этика, как называется, этот пластмасс-то поплавился. Железяку поставил. Вон лопнул еще. Вот им еще делать надо будет, ну ладно. Да, без расширителя лыж хреново. Тот-то мне расширитель уже 4-й год, а весь полопанный. Я его латал. Этим рейсом не успел залатать. Поехал без него. На бок валит по глубокому снегу. Сейчас приеду. Там залатаю, да поставлю обратно. Может, на открытый-то пойдет. По речке-то пойдет. А в лесу-то уже все. На нем не поездишь. Ну, ходовку вроде бы более-менее. Проверял тоже в тот раз. Переворачивал. Да. Согласно технике безопасности, большие морозы уже опасно ездить.
Ну, считай, вот на нем больше 40 волков убил, получается. Ну, на нем ездил, добывал этих, больше 40 добыло. На этом снегоходе. А, еще есть пороховница у него. Уранов-то я уже 3, если не 4 кончил с такими поездками. Уже сложности где-то, наверное, 1060, не 60. Но около-то уж точно накатал, наверное. По-любому. А вот так петли таскаю. Это от старой сумки. Боковой кармашек вырезал. И в нее не путается, нет, компактно. Их там носовать можно штук на 15-20 можно носовать туда. За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни, и, быть может, выпьют